Каждый регион Республики Татарстан имеет свой уникальный облик и неповторимую историю. И Восточное Закамье в этом отношении не исключение. Здесь на пересечении лесной и степных зон складывался один из ярких очагов татарской идентичности и татарской культуре. Именно этому региону посвящены две книги, которые мы сегодня презентуем, которые подготовил известный историк, краевед, научный сотрудник нашего института Тахир Каримов. Первая книга это посвящена истории деревень Азнакаевского района Республики Татарстан. В основе этой книги лежат очерки, которые подготовил автор в 90-е, в 2000-е годы. Здесь он их значительно переработал. И фактически вот эта вот книга, она является мини-энциклопедией истории татарских и русских деревень Азнакаевского района Республики Татарстан. Отличительной особенностью, чертой работы Тахира Каримова является опора на архивные источники. Поэтому вот все представленные здесь данные, материалы, они имеют как бы объективную основу, и все факты, которые здесь приводятся, они опираются на очень солидную источниковую базу. Это и архивы, которые нашей республики, это в первую очередь Государственный архив Республики Татарстан, также Национальный архив Республики Башкортостан. Здесь также есть материалы из московских и питерских архивов. Чем интересны данные исторические очерки? Они показывают, как происходил процесс формирования татарской поселенческой структуры, как происходило заселение территории Азнакаевского края татарами, ну и русским сельским населением. Автор приходит к выводу, что татары здесь появились еще в период Казанского ханства, а основная часть населенных пунктов, которые здесь вот до сих пор существуют, татарских, они уже сформировались в XVIII веке переселенцами с территории Предкамья. И автор показывает, как происходил этот процесс, как формировали здесь особенность вот социальных групп татар, это и типтяри, и башкирцы, и служилые мещеряки. И здесь вот на основе архивных материалов он как раз показал заселение, формирование этих населенных пунктов. Здесь же вот показаны очень интересные факты, связанные с формированием здесь такой уникальной группы татар, как чемоданные татары, которые несли емскую повинность, и они вот были представлены только вот на Новомосковской дороге, как вот эти вот процессы формирования сословий и какая все-таки роль татар в истории вот Восточного Закамья и конкретно Актанышского края. Я думаю, вот эта книга, она может использоваться именно на внеклассных занятиях и учеников, и стать основой для дальнейших изысканий, так как здесь очень богатая фактологическая база, и фактически люди, которые живут в этом районе, они могут очень много чего почерпнуть и по истории населенных пунктов, и по истории известных родов. Книга состоит из двух разделов. Первый – это история деревень татарских и русских, а вторая – это генеалогические исследования, которые он проводил, автор, и они посвящены представители разных родов, которые выходцы из этого района, и они вот как раз показывают методику архивной работы и составления родословных. Поэтому я думаю, что вот такого плана книги, они должны появиться и по истории других районов, и вот эта вот как раз книга может стать вот каким-то таким образцом по подготовке таких работ. Это первая работа. Вторая работа. Если первая вот по истории Актанышского района, она имеет в первую очередь, конечно, практическое значение, именно история населенных пунктов, то вторая
работа Тагира Каримова «Татарская поземельная волость», том 1 Булярская волость, она имеет более такой академический, научный характер. Она посвящена истории формирования одной из татарских поземельных властей Восточного Закамья. Но Булярская волость – это в первую очередь современная территория Актанышского района. И он показывает в этой книге, как происходило формирование сословий или социальной группы башкирцев Восточного Закамья. Ну, не секрет, те, кто с этого региона и вообще интересуется историей Восточного Закамья, историей современного Башкортостана, историей татарских населенных пунктов, знает, что здесь вот проводится определенная спекуляция по истории, когда в первую очередь нашими соседями пытается навязывается какой-то идеологический концепт о том, что татары, которые здесь проживали и состояли в разных сословных группах, в том числе и башкирцев, они являются на самом деле этническими башкирами. И вот эта вот работа Тагира Каримова показывает на основе архивных материалов фактически с 17 века, как все-таки формировалось вот на примере Булярской волости, как татары интегрировали в состав этих социальных групп и как они становились башкирцами. И на основе вот этой вот материалов, которые здесь представлены, довольно-таки складывается объективная картина того, что на самом деле данная территория еще с времен Казанского ханства была заселена татарами, и в силу особенностей вот социальной стратификации данного региона, из-за того, что данный регион он вошел в состав Уфимского уезда, здесь сложилась такая очень специфическая социальная картина, и часть татар она интегрировалась в состав местных вотчинников и именовалась вплоть до революции как башкирцы. И эти материалы показывают, что на самом деле это этнические татары, которые здесь проживали еще со времен Казанского ханства и переселялись, и из них формировалась разные сословные группы. Поэтому эта книга, я думаю, будет интересна и тем, кто занимается изучением истории населенных пунктов Восточного Закамья, и профессиональным историкам, которые как бы изучают социальную историю, те процессы, которые привели к формированию здесь такой вот сословной, интересной сословной картины. Вот. Это вторая